Краеведческий музей. Мы были в другом музее. Не были здесь не были, да. Так, мы взяли экскурсию, где обслуживание до 3 человек. То есть нам будет все рассказывать, показывать. Но мне больше нравится, когда рассказывают, чем ты сам ходишь и догадываешься, что это, к чему это. Курточку я здесь оставила. Вот, так что ждем гида и идем. Ухта. 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 Хорошо. Из Ухты в этом году точно не было гостей. Ну что же, мы с вами в Кировском краеведческом музее. Это музей с давней очень историей. Мы с вами сегодня путешествуем по всему музею. Вы купили экскурсию, поэтому мы посмотрим историческую экспозицию. На первом этаже у нас еще Вятка едет, на втором «Любовь во все времена» и выставка «Природа Вятского края». Приготовьтесь к большому путешествию. Кировский краеведческий музей начал свою работу в 1866 году. Только назывался он тогда Вятский публичный музей. Открылся он благодаря человеку, портрет которого вы можете увидеть на стене. Петр Владимирович Алагин в XIX веке много лет служил в русской армии, был офицером, участвовал в Крымской войне, в обороне Севастополя. Туда его сопровождала Варвара Васильевна Безобразова, его супруга. Мы немножко подробнее на другой выставке об этой семье поговорим. Когда его военная служба закончилась, он был направлен на государственную службу в Вятскую губернию. Вот особенность Вятской губернии заключалась в том, что даже в период крепостного права у нас не было помещиков. Земли были не богатые, а деревни не очень большие по численности. Поэтому помещики не просили сюда никаких поместьй, им тут было просто неинтересно. Вот поэтому даже крепостные здесь принадлежали государству. Поэтому школьникам местным, я обычно говорю, кто отсюда родом, вы должны помнить, что ваших предков не продавали, не пропивали, их как-то не проигрывали, как делали помещики в некоторые другие губернии. Вот, Петр Владимирович возглавил здесь удельную палату, такой орган власти был, который из государственных крепостных собирал денежки, налоги. И эти деньги считались деньгами самого царя. Только в тот период хозяин России стеснялся тратить деньги на себя и свое окружение и тратил эти деньги на самих же крестьян. Открывал на эти денежки для них школы, больницы, мосты и дороги строились. Вот Петр Владимирович в первый год своей работы открыл здесь 19 новых школ для крестьянских ребят. И вот когда он ездил по деревням, крестьяне ему рассказывали, что когда они работают в земле, они находят какие-то необычные, непонятные предметы, которые им точно не принадлежали, и там дедушкам, бабушкам тоже. Они не знали, что с ними делать, и придумывали про них разные истории. Вот находили, например, каменные какие-то топоры. Ну что вот с ним сделаешь? Были уже железные в 19 веке, поэтому какой-то из крестьян, допустим, берет этот топор, на живот себе положил, когда он у него болит, и потом начинает рассказывать, что вот мне стало легче, и пошла молва по окрестным деревням. Вон где у Ваньки-то в этой деревне есть топор, который животы лечит, и бегают все к нему лечатся. А что ж, пока больницы-то нет, и это сойдет. Вот дальше находят наконечник для стрелы, вот такой, громовые стрелки называли их, палочки приделали, и вот жалуется кто-то, плечо у меня болит, и другой берет эту стрелу и лечит ему плечо, и тут вроде лучше стало, и вот уже вот. Так сам внушился. Да, у Петра-то есть, как иглоукалывание сейчас, стрела-то есть, но Петр Владимирович очень увлекался археологией, историей, он, конечно, понял, что это за предметы, откуда они появились, попросил показать эти места. И занялся там археологическими раскопками, так что он один из первых археологов. А когда на Вятской земле, когда очень много стало таких предметов, он предложил в нашем городе открыть музей. Вот, в 1866 году он открылся он в библиотеке Керцена, теперешнего старое здание. А в 2006 году мы уехали вот в то, в которое сейчас находимся. Это торговые ряды, торговые лавки до революции были, а сейчас это одно из этих зданий, наш музей. Это называется археология, посвящен раннему периоду в истории нашего края. Вот, и у нас очень большая археологическая коллекция, общая коллекция музея превысила уже 265 тысяч предметов хранения.
Люди здесь появились с точки зрения истории недавно, 6000 лет назад. До этого они здесь не жили, потому что из-за страшных холодов здесь не могли жить крупные животные. А их не было, и людей, соответственно, тоже, потому что надо было на них охотиться. И 6000 лет назад сюда пришли финно-угорские охотники, собиратели. И вот на стоянках были вот эти предметы обнаружены, которые мы уже немножко посмотрели. Также первые жители нашего края обнаружили очень много глины. И при раскопках находили много посуды. Что-то сделано методом лепки, как вот эти чашечки-льячки. А на средней полочке находятся предметы уже с помощью гончарного круга изготовлены. Вот, а вверху на веревочках висит горшочек с таким орнаментом. И до сих пор ученые разные версии выдвигают, зачем их наносили. Кто для красоты, кто какими-то другими ритуальными значениями. Вот, то есть первые жители нашего края — финно-угорские народы. 4000 лет назад начинается вторая большая волна переселения. Сюда приходят тоже индоевропейские народы. Находились они тоже на этапе формирования. И здесь иногда их ученые называют культура каменных топоров. Вот такие красивые шлифованные орудия постоянно находили. А 3000 лет назад у нас появляются кочевники с Алтая, которые уже умели делать металл обрабатывать, плавить. У них было уже металлическое оружие, наконечники копий, топоры. И вот акинаки, кинжалы. По культуре они очень напоминали скифов, прожили здесь несколько веков, а потом ушли. Куда неизвестно, в истории они где-то затерялись. Но местные научились делать предметы из металла, которые мы можем посмотреть вот в этой витрине. Здесь находятся разные украшения. В некоторых предметах сохраняется традиционный для того периода звериный стиль. Это период как раз связанный с кочевыми культурами. И здесь видим силуэты лошадок. Здесь просто лошадку видеть можно. С правой стороны находятся пронизки в виде уточек, потому что у финно-угорских народов утка — это необыкновенное животное. По одной из сказок оно даже наш мир создало. Утка плавала в Великом океане, в котором ничего не было, у нее много было времени. Ныряла она на дно, вытаскивала ил, бросала. На поверхность набросала землю, выросли там деревья, появились люди, наш музей, и вы в него пришли. Вот также много других украшений было. Вот видите, такие навесные украшения напоминают лапки уточки. То есть если есть такое изображение, в делах вас ждет удача. Также местные жители активно занимались торговлей и в качестве денежек использовали в разное время разные предметы. На нижней полочке находятся раковины каури или моллюски каури, как их называют. Вот. Это на самом деле ракушки, но нельзя было сходить на вятку и насобирать этих ракушек и стать богачом. До сих пор это невозможно. Эти моллюски даже сейчас водятся только на побережье Индийского океана. Представляете, сколько обменных операций проходило, пока эти ракушки к нам попадали. В них сверлили часто дырочку, нанизывали их на веревочку и на шее носили. Вот у вас на шее 5 ракушек, все понимают, что вы человек непростой, можете на что-то обменять или просто подчеркивать свое влияние. Это пока не появится кто-то, у кого их будет 100, да, и в вашей жизни резко все изменится. В качестве денежек использовали шкурки пушных животных, мы их тут наблюдаем. В кладах находили монеты очень разные, на средней полке. Монеты монгольского государства «Золотая Орда». Вот сюда монголы не пришли, грабить здесь нечего было и очень тяжело. Густые леса, местное население просто бы скрылось. В кладах нашли также монеты арабского халифата, великое средневековое государство, находившееся там, где сейчас Турция, Северная Африка. Находится Испания, а монеты находят на территории Вятского края. По торговым путям от нас уходили меха, и взамен приходило серебро, которое здесь оседало как богатство. На эти монетки здесь ничего не покупали, но серебро и серебро, оно тоже ценилось. Когда сюда пришли новгородцы, они принесли с собой денежки Новгорода Великого. Это вот как раз гривна, серебряный брусочек, который в Новгороде Великом исполнял роль денежек. Вот эти палочки? Да, это серебра сделанные деньги, да. Да, гривна называлась. Вот, у нас в музее большая очень костюмная коллекция, и перед вами одно из самых старых платьев, ему 1500 лет. Ткань — это современная реконструкция, внизу в рамочке мы видим все, что оставило время.
для нас и для археологов, которые это обнаружили. А вот все остальные украшения, это на самом деле очень важно в то время для женщины были. Например, она верила, что разные злые духи могут на нее негативно повлиять, и поэтому старалась себя этими украшениями защитить в наиболее важные места. Также были различные шелестящие, звенящие украшения. И считала, что звон украшений отпугивает несчастье от женщины, злых духов тоже. Так что чем больше украшений, тем увереннее она себя, конечно же, чувствовала. Но сейчас многие также считают, да, только металл другой. На рубеже 11-12 веков на территорию нашего края приходят русские. Пришли они из Новгорода Великого. У нас, тогда не было дорог, да и сейчас многие жалуются на их качество, но тем не менее, в те времена перемещались или верхом на лошадях, или новгородцы делали большие самодельные лодки, которые называли ушкуи. А их часто называли ушкуйниками, и о них часто писали, что это были такие свирепые речные пираты. Но не только они грабили, да, местное население Финогорска, но также основывали здесь поселения и оставались здесь жить. Новгород всегда помогал таким экспедициям, потому что они расширяли зону контроля этого города. Только в этот раз ушкуйники ушли уже очень далеко. Они основывали здесь поселения, часто их называли волости, выбирали из своего числа атаманов и жили по новгородским традициям. И так появилась знаменитая и любимая многими местными жителями легенда о вятской вольности, независимости, и никому мы не подчинялись, да, несколько веков, особенно в Москве, да. Вот, в новгородских поселениях найдено было очень много кованых предметов, кузнецы тут пользовались большим очень почетом. На средней полочке мы наблюдаем набор ювелира, вот в таких киглях, колпачках плавили золото и серебро, изготавливали различные украшения. Также мы можем посмотреть в лица двум жителям нашего города. Жили они здесь на рубеже 14-15 веков. Вот, это не фантазия скульптора. При раскопках были обнаружены два черепа хорошей очень сохранности. Студенты Кировского мединститута, советского, конечно, периода, когда студентов еще чему-то учили, восстановили по двум черепам внешний облик двух людей по методу профессора Герасимова советского. То есть это реальные люди, которые здесь когда-то проживали. Также в этой витрине находятся предметы, которые рассказывают о том, в какие игры играли новгородцы. Вот наверху находятся два диска, в одном дырочка, а во втором сверху лежит веревочка, сверху на нем это шашки, а рядом с этикетницей маленькая пробочка, это пешка из шахматного набора. Шашки и шахматы были им известны, при раскопках были обнаружены эти предметы. К сожалению, не шашки и шахматы были их главным занятием, а военное дело. Давайте мы посмотрим на оружие, которое воевали новгородцы. На первом месте наверху у нас висит лук, потому что новгородцы были одними из лучших лучников в русских землях. Вот у них были колчаны со стрелами с разными наконечниками. Они выбирали нужную стрелу, когда видели, в какой доспех использует их враг. Вот в прямом бою они бились топорами, железными мечами, копьями. И, конечно, у них интересный очень доспех был. Такая кожаная куртка, на которую нашивались металлические пластинки, как чешуя у рыбы. Такой доспех давал очень хорошую защиту от стрел, потому что и местные жители здорово стреляли из лука. Но для пробития такого доспеха придумали специальную такую стрелу бронебойную. Вот они тоже здесь граненые лежат. То есть ранний период нашего края, он запоминается очень легко, ничего сложного не было. Долго было холодно, люди здесь не жили, 6000 лет назад сюда пришли финно-угорские народы. В 11-12 веках пришли русские из Новгорода Великого. То есть это очень легко запоминается. Если у вас какие-то вопросы здесь в дальнейшую историю нашего города и края, в 15-16 веках у воинов появляются кольчуги. Вот такой тип кольчуги называется легкая, весит она 13 килограммов, давала очень хорошую защиту. Воин в то время носил рубаху, такую плотную куртку, сверху кольчугу, обязательно шапочка такая под шлем, шлем, меч, копье или топор, лук со стрелами и обязательно, конечно, щит. Но вы обратили внимание, что доспехи восточного происхождения, часто их закупали за границей, где-нибудь там в других странах. Вот, и на щитах даже сохранилась надпись «Арабская весть», «Слава Аллаху». Так что православные новгородские воины совершенно свободно брали щиты с надписями, славящими Аллаха, и шли в бой, ничто им не мешало побеждать своих врагов.
Также на лодки, на которых плавали местные жители, ставили такие вот лодочные пушки. Дальность стрельбы такого орудия примерно 100 шагов, но главная задача была отогнать от вашего торгового каравана речного каких-нибудь разбойников или кочевников, ну и не уничтожать их полностью. Этих пушек вполне хватало. Хотя потом пушки станут больше. Здесь мы можем посмотреть на пищали, стрелявшие уже примерно на 210-220 шагов. Стояли они на больших таких деревянных ящиках, и, конечно, на лодку не поставишь, она тяжелая, и отдача большая могла разрушить лодочку. И такие вот пушки стояли на защите поселений и городов, такого как и наш. История его очень интересна. Историк русский Костомаров дореволюционный сказал, что в истории России самое темное пятно — это история земли вятской и народов ее. На самом деле противоречивых сведений очень-очень много. Ну, я не знаю, обратили вы внимание или нет, но в следующем году наш город празднует 650 лет. И дальше, внимание, не основания, а первого упоминания в русских летописях. А что же такое случилось, что в русские летописи все стали писать про город Хлынов? Это первое название нашего города. А в 1374 году из Новгорода Великого на Вятку пришел очень большой по тем временам отряд ушкуйников, более 80 человек. Вот, они что смогли, разграбили, разделились на две части. Одна ушла воевать в Волжскую Булгарию, это была под властью территория Золотой Орды, а вторая дошла и села в город Хлынов. Вот так вот впервые в летописях упоминается наш город. Но обладая самой простой логикой, мы приходим к выводу, что раз сели в город, так он уже стоял. Вот. То есть возник он, видимо, раньше. Ну, раз федеральная власть нас финансирует, то 650 лет мы в следующем году обязательно отметим. Вот. А какие еще даты есть? Просто 1181 год. Представляете, мы на 200 лет сразу старше становимся и прямо в один ряд с самыми великими русскими городами. Вот. А почему же мы его не отмечаем? Потому что эта дата упоминается только в одной летописи, повесть о земле Вятской. О чем она говорит? Что в 1181 году на Вятку пришел отряд ушкуйников. Вот. Он дошел до нашего Слободского района, увидел на берегу реки, как они назвали, болванский городок. Идолы там деревянные стояли, скорее всего, удмуртское поселение. Они его разгромили и основали там город Никульчино или Никулицын в честь святого Николая. Так было основано одно из самых главных поселений на территории первых Вятской земли. Пожилось там им не очень, и через какое-то время они перебрались и основали город Хлынов. Так вот, нам и не совсем понятно, в каком же году это произошло. Все-таки, да? Когда же город-то появился? До сих пор дискуссия. Вот, если думаете, что все очень просто с названием, да, можно прикрыть, да. Но это с названием тоже не все так просто, потому что детские садикам до сих пор рассказывают о том, что название Хлынова произошло от звука, который издают гуси во время полета. Хлы-хлы летят. Фамилия, нет? А? Не фамилия? Нет. У новгородцев было слово «хлын», которое значило человека, у которого что в жизни не так, он за топор и пошел искать себе приключений вокруг. Именно такие люди сюда-то и пришли, основали этот город. Вот, и река рядом протекала, она весной разливалась так сильно, что местное население ее даже Хлыновка назвало, передавало ей характер людей, которые здесь жили. Вот, но дело в том, что рядом еще река Вятка текла, поэтому в летописях в 90% случаев город наш назывался Хлынов, а в 10 случаях упоминался как Вятка, поэтому и то, и другое название в летописях было известно. Одно из первых изображений Хлынова находится вот на этой иконе. Значит, здесь Трифон Вятский, основатель нашего монастыря, и спрашивает у Богородицы покровительства для всех, кто здесь живет. А в верхнем правом углу иконописец изобразил наш город. Это одно из первых изображений Хлынова. Более подробно мы можем посмотреть, развернувшись в центр зала, и увидев здесь макет, который сделал Анатолий Гаврилович Тинский, советский историк, живший в нашем городе. Там, где у нас Александровский сад и Вечный огонь, когда-то располагалась большая деревянная крепость.
Вот, к 17 веку Москва, конечно, эту территорию контролировала, сюда присылали воеводу. Здесь была построена приказная изба, где работали чиновники, а круглое здание, которое вот там стоит вдали от вас, это острог, где душегубы убийцы дожидались своей судьбы. Вот это? Да, да, да. И большие подходы к крепости прикрывали большие деревянные башни. Самая из них большая была Спасская, 42 метра высотой. На этажах ее стояли вот такие вот пищали, которые внизу лежат, стрелявшие на 650 шагов. В конце 18 века территорию России делят на губернии. Создается Вятская губерния. С того времени нами стали управлять губернаторы. Вот, давайте мы сейчас в этот уголок пропутешествуем и немножко про губернаторов-то поговорим. Их было очень много. И от создания губернии до Октябрьской революции 17 года было их 32. И кто-то из них пользовался и уважением, и авторитетом, работал честно, а кто-то мог попасть даже под судебное подозрение. Вы знаете, что и современные наши губернаторы, да, тоже иногда страдают от проблем с законом. Некоторых здесь хотели убить. Вот здесь портрет Сергея Дмитриевича Горчакова, который в период Первой русской революции был губернатором, ехал недалеко от того места, где мы с вами находимся. Вот, и местный житель Левицкий метнул в него бомбу. Бомба залетела под повозку, зашипела, но не взорвалась. И террориста, в него сначала вроде как бы выстрелил телохранитель губернатора, разнятся сведения, а потом он его зарубил или зарезал кинжалом, тоже свидетели по-разному говорили. Так что когда-то тут вот даже так с террористами боролись. Но я надеюсь, что вы сюда приехали добровольно, когда-то людей сюда ссылали, вот в таких кандалах могли отправить, и жить здесь считалось наказанием. Также... О, сигнализация включилась. Ясно, печаль. Ну ладно, ничего страшного. Значит, здесь какая еще история была? Через территорию Вятской губернии в Сибирь шел тракт, по которому туда угоняли каторжников, самых страшных преступников России. Когда они к нам в Вятку приходили, им совершенно здесь бесплатно делали татуировку. Татуировка в России 19 века считалась знаком преступника. Набивали им слово из 3 букв. Вот тут татуировочные клейма внизу лежат. Можно даже прочитать, какое слово появлялось на лице у преступника. Это слово «К». Одна буковка набивалась на щеке, вторая на лбу и третья еще на щеке. Вот. И если он с каторги убегал, такого преступника ловили очень хорошо. А в нашем языке появились интересные поговорки. У тебя на лице все написано, у тебя на лбу все написано. Что написано, все мы о тебе знаем, пора тебе на каторгу. Давайте дальше. Значит, у нас, так как дворян не было, то на себя взяли развитие нашей губернии, конечно же, купцы. Здесь мы рассказываем только о некоторых, на самом деле их было очень много. Перед вами портреты купцов Вахрушевых, владельцев кожевенных предприятий, староверы, старообрядцы, разбогатели в период русско-японской войны и Первой мировой, но началась Октябрьская революция, и новая власть стала богатство отбирать у них, а они их начали прятать. Вот все предметы, которые вы видите в этой витрине, это клад купцов Вахрушевых 1976 года. Нашли его пионеры, да, пионерский отряд летом шел, просто купались они в речке, и на дне увидели огромный деревянный ящик. Выволокли его, и половина клада находится в музее города Слободского. И еще несколько тысяч монет из этого клада увезли в Москву, отдали в госхран. Точно неизвестно, то ли их переплавили, то ли где-то они там хранятся. В Москве же не хватает монет, всегда мало, но вот и эти тоже забрали. Значит, какие еще купцы у нас известные были? Наверху в левом углу портрет Ксенофонта Анфилатова, слободского купца, который первым в России создает общественный банк и жертвует для его создания 10 тысяч рублей своих средств. Это огромная сумма в начале 19 века. Через 50 лет более половины населения Слободского были или оптовые, или розничные торговцы, или ремесленники. Бедняков практически там не осталось благодаря созданию такого замечательного банка.
Также Анфилатову принадлежала компания кораблей, которые плавали по всему миру. Именно его корабли, одни из первых, добрались до нового, недавно возникшего государства США. Да, и завязалась торговля между Российской империей и Соединенными Штатами Америки. Вот, рядом портрет Тихона Булычева, владельца очень большого пароходства. Ему принадлежал завод, даже который строил речные корабли. На его деньги построено очень интересное здание нашего города на улице Ленина, красного цвета здание. И там сидят грифоны и ФСБ сейчас. Вот, это знаменитый замок Булычева. Много очень легенд существует про этот замок. Рассказываю, что его построили, чтобы любимая дочь его не уехала из Вятки. И якобы очень ей дом понравился, но все равно она уехала в Санкт-Петербург. Однако же, если мы обратимся к историческим данным, то узнаем, что к началу строительства здания она уже была замужем за городским головой Вятки, жила в прекрасном особняке. А в Санкт-Петербург она на самом деле уехала, потому что туда по службе перевели ее мужа. И Анфилатов, и Булычев, и Поскребышев, и десятки других купцов были еще меценатами для тех городов, в которых они родились и работали и богатели. Многие здания свои они городам или дарили и продавали за небольшие суммы, где открывали школы, больницы, приюты. Такой уровень меценатства, конечно, современным предпринимателям недоступен, но, может быть, когда-то они последуют этому примеру. Чем еще была знаменита Вятская губерния? Тем, что она была больше, чем Кировская область. На нашей территории находились Ижевск, Воткинск, но они не имели даже статуса города. Там стояли казенные государственные заводы, которые производили металл по государственному заказу. Такие же заводы были построены в Омутнинске, в Песковке, в Бело-Черной Холунице, в Климковке. То есть государство размещало заказ, сырье везли с Урала, Сибири. Вот, и изготавливали металл, а потом на оружейных заводах России делали оружие. Но когда не было госзаказа, наши рабочие уходили на Урал, на Каслинские заводы и освоили там технологию производства изделий из чугуна, на которые мы можем посмотреть уже в этой витрине. Возвращались назад, и такие же изделия уже производились у нас. Также с некоторыми предметами из этой витрины связана интересная очень история. Вот копилочка небольшая, закрывалась она снизу на ключик, дарили ее ребенку, и в течение года он делал хорошие дела, и давали ему монетки, он их туда бросал. Следующий день рождения родители открывают копилочку, и в ладошки ребенку высыпаются эти монетки. Вот, пожалуйста, как ты себя вел в течение года, такие ты, соответственно, подарки сможешь себе купить. Ну, у кого-то то, что он мечтал, ну, а у кого-то, может, на конфетку только хватит. Вот, в середине 19 века нам очень повезло. Архитектору Александру Витбергу не повезло. Его к нам сослали, обвинив в том, что он что-то там украл при проектировании храма Христа Спасителя. Здесь он тоже строил интересное очень здание. Им по его проекту был построен Невский собор, к сожалению, взорванный в советский период. И когда он здание строил, он привлекал к работе много местных мастеров. И они увидели, что он использует для отделки зданий гипс. У нас очень много этого сырья. Местные познакомились с современными технологиями обработки гипса. И заработали у нас гипсовые мастерские. Выпускалось огромное количество разной продукции. Ну, не только котики, потому что без них, конечно, во все времена не обойдешься. Но их тоже делали. Ну и крупные такие скульптуры, как вот эта, которая сделана была в одной из самых известных мастерских семьи Исуповых. Мужчины отливали из гипса эти скульптуры, а женщины из этой семьи их расписывали. Образцы мастера покупали во время путешествий по Европе. Вот многие предметы проходят у нас реставрацию. И вот в этой витрине предметы, которые вернулись нам после реставрации, восстановления из института Грабаря. Это и канделябры, да, сделали их когда-то в Германии, сюда привезли. Это покровец, предмет, который используется в церкви. Ну и вот красивая очень посуда. Мы уже много десятилетий сотрудничаем, и я думаю, что это еще не последние предметы, которые будут успешно восстановлены. У нас очень много предметов, связанных с историей православной церкви, но не всегда ценность определяется количеством золота на предмете. Здесь в этой витрине перед нами уникальный совершенно предмет. Это Острожская Библия, напечатанная в типографии Ивана Федорова.
русского первопечатника. Это он первый начал печатать книги, до этого их от руки все переписывали. Вот Библия очень ценилась в России. В 19 веке один из жителей нашего города приобрел такую книгу за 120 рублей серебром, а корова стоила тогда 5. Так что, видите, настоящее сокровище. К настоящему времени сохранилось около 300 таких книг, и 3 из них хранятся в нашем музее. Также в этой витрине вы можете посмотреть на венчальные иконы. А вот наверху они висят, но перед ними стоит и еще более интересная икона. Это икона Святой Троицы. Приехала она к нам из Палестины в 19 веке. Мамбрийский дуб, под которым сидели когда-то апостолы и обсуждали наиболее важные вопросы бытия. Да? И когда веточка с этого дуба отваливалась в последующие времена, делали такие спилы, и на них наносили вот изображение. Эта икона очень ценилась, потому что приехала из святого места. Внизу мы видим посох архиерея, главы церковной организации. Как видите, он разборный, потому что Великопермская и Вятская епархия, так называлась структура эта, была большая очень по площади, и архиерею надо много очень было путешествовать, ездить. Поэтому и посох даже у него был разборный, специально для путешествия. Когда он умирал, то обычно посох закрывался в коробочке, и больше уже его никто никогда не трогал. Но дорогие вещи можно было увидеть не только в церкви, но и в богатых городских домах. Была бы у нас возможность перенестись в Вятку 19 века, то мы бы в доме, конечно, увидели и обратили бы внимание в первую очередь на посуду. Она была и отечественного, и зарубежного производства. В многочисленных магазинах нашего города вы приобретали эти предметы. Если не находили то, что вам нравится, брали каталог, заказывали из Москвы, из Санкт-Петербурга или даже из-за границы вам могли привезти предметы, которые вам понравились. Как и вот эти часы, мимо которых мы с вами прошли. Это производство Англия, Франция, Германия. Вот с некоторыми предметами связаны очень интересные истории. Вот перед вами кофейная пара. На одной из чашечек изображен французский император Наполеон, а на второй его супруга Жозефина. В русских городах 19 века была очень интересная традиция. Вот есть богатая семья, и там есть девушка, в другой есть парень. Познакомиться в то время было очень сложно, потому что девушка из богатой семьи не могла сама выйти из дома. Ее обязательно должна сопровождать или замужняя женщина, или вдова, или кто-то из мужчин, или слуги на крайний случай. Вот. И поэтому специальные такие дамы, звали их свахи, организовывали поход одной семьи к другой. Вот, ну как бы сваха шла в гости и по пути захватывала вот какую-то семью. Вот я иду к ним, пойдемте со мной. Перед молодыми ставили эту кофейную пару, наливали туда кофе. И по традиции, если молодые пьют кофе и говорят о Наполеоне и Жозефине, они, значит, друг другу нравятся. Сваха несколько раз сводит в гости одну семью к другой. Потом она садилась и говорила, что ой, мои ноги уже устали, да сколько ж мы ходим, давайте уж и свадьбу играть. Ну и все, ну да, правда, чего ж старую женщину туда-сюда гонять. Вот, давайте, правда. И вот свадьба, таким образом, создавалась новая семья. А сваха получила свое денежное вознаграждение, потому что работала она за денежку, не бесплатно. Это профессия настоящая была, очень уважаемая в городах. Ну как, она устраивала же счастье, в общем, очень многих людей. Вот, а если молодые молча сидели, не пили кофе, значит, друг другу не нравится. Поэтому моем чашечки, ставим их в специальный шкафчик горку и ждем, когда же придут следующие гости. Также из-за границы привозили вот различные музыкальные инструменты. Перед нами духовой клавишный музыкальный инструмент, называется он физгармония. В конце 19 века такой предмет стоил 170 рублей. Вот, очень тяжелый, внутри железный механизм, к сожалению, она не функционирует, ну, может быть, когда-нибудь, да. И также можно было привезти часики, ставили их на камин, но, понятно, у вас должен быть камин, деньги, да, дом, там, желание, это очень много тоже усилий требовало. Но и местные мастера делали удивительные совершенно часы. Вот здесь наверху сразу 3 предмета совершенно необычных. Это предметы, которые сделаны были из дерева мастерами из семьи Бруниковых. Вот, эти часы заводились, они работали, они показывали время. Даже сейчас далеко не каждый мастер попробует и сможет повторить вот создание такого замечательного предмета. Когда русский император Александр I, который посещал Вятку, в первый раз увидел эти часы, он был настолько поражен, что подарил мастерам сразу 500 рублей
Вот это решило их проблемы на много-много лет вперед. На международных выставках, различных ярмарках часто первые места и призы как раз брали именно эти часики. Вот, так что, когда вы что-то говорите о нашем городе или читаете, всегда помните, что делали его купцы, чиновники, различные ремесленники, рабочие, священники большую роль здесь играли. Но дворян, помещиков, крепостников мы с вами не упоминаем. Их на самом деле здесь не было. Мы ни одной усадьбы помещичьей вам показать не сможем. Ну, об этом мы особо и не печалимся, как вы, наверное, понимаете. Большую часть жителей нашего края, конечно, составляли крестьяне. Вот, это дом. Это не просто куча предметов. Эти предметы к нам приехали из деревни Малая Лесная, возле города Луза, вот, где разбирали старые дома, и вот нам привезли, и мы сделали себе настоящую избушку. Это Вятская северная изба 19 века, маленькая очень по площади, жила здесь семья в 10 человек, спали на печи они, вот она в 2 раза больше, правда, была. Спали на палатях, на которые я опираюсь, правда, в настоящей избе я бы стоял на палатях и даже головой бы не задевал потолок, вот, потому что запас воздуха нужен большой, 10 человек спят в такой комнате, у них не должна болеть голова, конечно, утром, и спали они на лавочке, на которой вы сейчас сидите, она широкая не просто так, чтобы ночью с нее не падать, подстилали что-то мягкое и спали, отсюда и 7 по лавке, поговорка. Вот вторая задача еще всех накормить, кто здесь живет. Вот эта часть избы у меня за спиной называлась женский угол или бабий кут. Здесь хозяйка готовила еду. Иногда сейчас хозяйка на кухне с большим количеством гаджетов все время жалуется о том, что она тут как рабыня, да, все время проводит. А в то время, представьте, женщине 10 человек накормить. Это настоящий подвиг был. И она готовила в печи, в больших очень горшках. Ставила их в печь на ухватах с колесами, потому что на весу удержать такую тяжесть невозможно было. Рядом мы с печью видим деревянный ящик, назывался он голбец. Дверка открывалась, и хозяйка по ступеням спускалась в подвал, брала продукты, поднималась наверх и готовила тушеные и пареные овощи, различные каши, рыба и мясо тоже появлялись на столе, но не всегда, сезонно. В приготовлении пищи принимали участие и дети. Для них, например, делали вот такие маслобойчики, туда наливали густое молоко или сливки, садился ребенок рядом и начинал взбивать. И каких-то 4 часа, и масло было готово. Маме еще очень хорошо было слышно, она слышит стук, значит ребенок работает. Если стука не слышит, значит надо ему как-то быстро объяснить пользу труда для всей семьи. Вот, семья садилась кушать в красный угол, вот это место избы так называлось, находится здесь киот с иконами. Мы же знаем, что тут живет 10 человек, а столик очень маленький. Тем более хозяйка двигается от печи к столу, ставит вот такой большой очень горшок с горячей едой. И поэтому сначала ели старшие, потом главные работники, а ребятишки сидели по лавочке и ждали своей очереди. Их кормили в последнюю очередь. Вот. И старшие зачерпывали еду большими такими ложками, остужали ее, ели и не торопясь обсуждали, что они сделали по хозяйству, в доме, когда что надо садить, как ухаживать за животными. А дети должны были сидеть и слушать, как взрослые передают им свой опыт. Но дети есть дети, естественно, они начинали баловаться, вот там болтать, и тогда кто-нибудь из старших брал ложечку, облизывал, и так вот по лбу только даст, и сразу внимание возвращалось. Незаслуженно забытый педагогический прием. Вот старшие поели, пошли отдыхать, вот, а младшие могут дальше кушать. Электричества не было, естественно, темновато, главная трапеза была вечером. Лампадки всякие зажигали только по большим праздникам, и поэтому свет в избе давало вот это замечательное устройство. Называется оно светец. Вот. Оно несложное совершенно. Что-то его тут... Ну вот.
Мальчику поручали настрогать вот таких вот лучинок. Он их мог подсушить на печи, чтобы лучше горели. Потом он вечерком садится, берет лучинку, наклоняет ее, ему поджигают, он следующую. И вот так 2 часа, пока идет трапеза. Видите, как здорово было. 8 часов сбивал маслобойку, 2 часа менял лучину. Жизнь была полна приключений и радости. Поэтому, конечно, ребенок мог и задремать, лучину уронить, поэтому внизу всегда корыца с водой стояла. Там и угольки гасли, ну и лучина, если упадет, тоже погаснет. Ну а что, нашему осветителю прилетит подзатыльник, новая лучина, и снова он работает хорошо. Значит, девочки очень много трудились, убирали эту избу, они следили за малышами, помогали маме готовить, их очень часто привлекали к сельхозработам постоянно. А еще они в 5 лет уже получали вот такую прялочку, ставили ее на лавочку, девочка садилась. Здесь вот она крепила кудельку и потом веретеном тянула ниточку. Училась она прядению, и когда свободная минутка была, то все женщины этим занимались. На ткацком стане объединялись нити в ткани, и потом из нее шилась домотканная одежда. То есть крестьяне и одежду даже делали сами. А также была еще с прялкой связана одна очень интересная традиция. И в те времена парни ухаживали за девушками. И вот некоторым даже парням было интересно знать, как же девушка-то к ним относится. Поэтому они делали прялку своими руками. Кто мог что-то нарисовать, он, конечно, мог что-то и нарисовать. Но в основном ребята резали по дереву различные узоры, показывали свое мастерство. А кто не умел резать, как автор этой прялки, он все равно ее резал. Она большую роль в его жизни, видимо, сыграла. Потому что с этой прялкой парень шел к девушке, которая ему нравилась, и ей дарил. И вот если девушка принимала этот подарок, то он к ней сватался, и появлялась новая семья. И тут для парней происходило грандиозное открытие их всей жизни. Оказывается, девушка не кидается на первую прялку, которую ей дарят в жизни. То есть она отказывалась ее брать. Вот, и представляете, парню теперь с этой прялкой нужно выйти из ее дома, а там же стоят его товарищи, они же его ждут. А мужчины известно, как друг друга поддерживают, несколько лет потом смеются над этим случаем при любой возможности. И вот парням это не нравилось, они эти прялки ломали в сердцах, могли отламывать вот эти деревянные резные части. Вот, и поэтому возникла такая примета, что сломанную прялочку лучше, конечно, дома не хранить, это к неудаче в делах. Вот такие традиции были. Были и, конечно, совсем маленькие жители этого домика. Садили их вот в такие колясочки. Малыша посадили между стоечками, поставили еще одну палочку. Он ее достать не может, там такие прорези сделаны в стойке. И ногами перебирает, и вот ездит выкатиться не может, потому что порог очень высокий был. Ему давали соску, хлеб замотали в ткань, вот он намочили, он жует, и вот все развлечение на целый день. А совсем малышей, конечно, садили вот в такие седухи, долбленный ствол дерева. Малыша побочкой посадили, ножки ему туда опустили, потом так, и все, он уже никуда не уйдет. Все, когда взрослые придут, его оттуда достанут. Расти быстрее, у тебя впереди маслобойка, светец, еще прялку делать. То есть вот замечательная история. Вот, мужчины очень много работали. Они, конечно, земледельцы в первую очередь, обрабатывали землю. Но также они с мальчиками обдирали кору с деревьев, могли плести лапти, оплетали горшки, чтобы они не трескались, заготавливали пруд, из него что-то плели, учились резать по дереву. У кого совсем руки прямые, могли делать даже сундучки. И всю зиму семья мастерила что-то, а потом на весенних ярмарках продавала. И поэтому в начале посевной вятского крестьянина в кармане уже звенели монетки. И эти предметы все с удовольствием покупали купцы с южных губерний, с южных земель, где леса не хватало, а у нас его всегда было в то время изобильно. Вот, это северная изба. Конечно, на юге и в центре вы бы увидели совершенно другие дома, большие по площади, многокомнатные, топить там было проще. И еще на один элемент избы, обращаю ваше внимание, ящик-голбец имеет роспись. Это вятская народная домовая роспись. К нам приходили такие бродячие артели художников из Вологды, из Архангельска, а роспись называется вятская. Вот, приходили они в деревню, искали новые дома, только построенные, и затем, конечно же, спрашивали у хозяев, что бы они хотели увидеть у себя на
ставнях, на припечных досках, на голбец, как должен быть расписан, двери. И обычно это были цветы и птицы. И еще всегда вятские крестьяне просили, чтобы у них в доме было изображение одного зверя. Он никогда не водился в Вятке, а также такого зверя не было даже в Архангельске, откуда приходили. Этот зверь является охранником дома, а он сторожит его всегда. И вот не совсем умелый художник изобразил его на этой дверке. Да, сейчас можем поугадывать даже, кто бы это мог быть. Собаку я вижу. Ну, собака есть собака, но все равно, да, собака до сих пор иногда как ругательство, тогда-то точно. Голова какого-то, не знаю, дракона, что ли? Я собачку вижу. Так, не лошадь, но это вы понимаете, какой она страж. Это никогда не поверите, это лев. Представление такое же, как у того, кто льва никогда не видел, кроме картинок. И он такой думает, что ну, лев это как кот, но только большой. Зал историческая экспозиция называется «Этнография». Здесь собрана одежда тех народов, которые у нас живут.